Здравствуйте, эфир НТС продолжает итоговый выпуск новостей в студии Айджан Казакбаева И Манас Айджигитов. Добрый вечер. Выпуск начнем, как всегда, с краткого анонса главных событий. Гости в шоке. В зонах очереди туроператоры бьют тревогу. Норма, обязывающая иностранцев регистрироваться за 5 дней, уже создает массу проблем для пребывания зарубежных туристов. Эксперты призывают отменить эти поправки. Среди задержанных есть кыргызстанцы. В Москве и Санкт-Петербурге спецслужбы обезвредили террористическую группу. Ее члены планировали серию атак, аналогичной тому, что была организована в Париже ровно год назад. Эксперимент продолжается. В МВД решили теперь разъединить патрульную милицию, созданную в апреле на базе объединения ДПС и ППС. Отныне следить за порядком на дорогах будут только гаишники, а патрульно-постовые вернутся к прежним обязанностям. Сладкое, но самое опасное сегодня день борьбы с сахарным диабетом. Отечественные медики призывают граждан бережнее относиться к своему здоровью. Диабетиков в стране уже зарегистрировано 50 тысяч. А теперь подробности. Получены документы о причастности 3 депутатов Джугорку Кенеша к продаже 50% акций компании «Альфа Телеком». Об этом сегодня президенту Алмазбеку Атамбаеву сообщил глава ГКНБ Абдиль Сигизбаев. Как доложил председатель комитета, он получил так называемые трастовые документы из официальных органов государства Белиз, что в Центральной Америке. Эти бумаги свидетельствуют о заинтересованности депутатов, чтобы сумму в более чем $50 миллионов, полученную от продажи половины всех акций Мегакома, были перечислены компании «Саутфилд». Владельцем ее, предположительно, является сын бывшего президента Курманбека Бакиева Максим Бакиев. Выслушав информацию ГКНБ, Алмазбек Атамбаев заявил о необходимости тщательного соблюдения всех установленных законом процедур при рассмотрении полученных документов и важности глубокого исследования всех обстоятельств этой истории. И сегодня же президент поручил генпрокурору проверить документы траста по акциям офшорной компании в пользу 3 депутатов Джугорку Кенеша. Как сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства, согласно документам траста, если до 1 января 2015 года компании Саутфилд удалось бы продать акции ЗАО «Альфа Телеком», 3 гражданина Кыргызстана автоматически получили бы обговоренные пакеты акций компании. Это фактически означало бы получение ими соответствующей доли выручки. Только в связи с тем, что позже решением судов указанные 50% акций конфисковали в пользу государства, данный траст не вступил в силу. На кыргызско-узбекской госгранице согласованы очередные спорные участки. Министерство иностранных дел соседней республики распространило соответствующее сообщение. Так, с 8 по 13 ноября в Фергане состоялись ранее запланированные встречи рабочих групп 2 стран по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы. В ходе проведенного совместного полевого исследования по 7 позициям из 14 найдено взаимопонимание. Это, отметим, район линии соприкосновения в пределах Баткенской, Джалабадской и Орской областей Кыргызстана. Таким образом, в общем, по 56 участкам сторонам уже удалось договориться. По итогам встречи был принят план-график проведения топографических работ на оставшихся несогласованных участках. Их на сегодня пока остается более 320. ФСБ России задержала выходцев из Центральной Азии, которые планировали провести теракты в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщается, в экстремистскую группу входили граждане Кыргызстана и Таджикистана. В ходе операции у боевиков изъято оружие и взрывные устройства. Как пишут российские СМИ, ссылкой на источники в спецслужбах, задержанные готовили атаки в общественных местах, такие как метро, маршрутные такси, места массового скопления людей. Подробности в нашем следующем сюжете. Задержать боевиков из террористической группировки ИГИЛ ФСБ смогло благодаря помощи спецслужб Таджикистана и Кыргызстана. Как сообщается, экстремисты готовили серию террористических атак в Москве и Санкт-Петербурге. Операция должна была пройти по парижскому сценарию. Пока в одной части города раздались бы взрывы, в другой террористы открыли бы огонь по мирным гражданам. В результате проведенных 12 ноября оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Москве и Санкт-Петербурге задержано 10 террористов. У мигрантов изъяты 4 самодельных бомбы, начиненных поражающими элементами, взрыватели, огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, а также средства связи. Они собирались совершить террористические акты в маршрутных такси, метро и других местах массовых скоплений людей в Москве и Санкт-Петербурге. После задержания боевики сразу начали давать признательные показания. Выдали всех своих кураторов, как в России, так и за рубежом. Сами задержанные, как выяснилось, являются гражданами Таджикистана и Кыргызстана. А что ты хотел сделать в Российской Федерации, именно в городе Москве?
Это терроризм, акт. Какой акт? Терроризм. Террористический акт, да? Да. С кем? Это того. Таго? Да. Гражданин какой государства Таго? Кыргыз. Киргизия, да? Да. Сам откуда? Это Таджикистан. В ГКНБ пока не уточняют, какая работа ведется спецслужбами по установлению контактов боевиков внутри страны. На сегодняшний день чекисты отслеживают передвижение большинства наших граждан, связанных с экстремистами. По данным Комитета национальной безопасности, за пределами государства в рядах запрещенных организаций сегодня воюют несколько сотен кыргызстанцев. И кроме того, нужно учитывать, что последний анализ тех событий, которые происходят в соседних с нами государствах, свидетельствует о том, что активизировались ячейки. Те сетевые ячейки террористов, которые уже приступают, активизируются. Это свидетельствует о том, что, видимо, они приступили к очередной фазе своей операции на территории Центральной Азии. Ну и, безусловно, конечно, Кыргызстан тоже не застрахован от их активизации, от их действий. Эксперты говорят, сегодня ГКНБ принимаются все меры, чтобы не допустить проникновения боевиков в нашу страну. На сегодняшний день кыргызские спецслужбы работают в этом направлении наиболее эффективно. По крайней мере, так их оценивают коллеги по СНГ. Игорь Потанин, Бакыт Кошалиев, НТС. Главный таможенник получил дисциплинарное предупреждение, как сообщает пресс-служба правительства. Председателю Государственной таможенной службы Азамату Сулайманову выговор объявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Отмечается, что предупреждение сделано за неисполнение плана по доходной части республиканского бюджета за прошедший октябрь. Одной рукой зовем инвесторов и туристов, а второй создаем им препоны. Нормы, обязывающие иностранцев регистрироваться в течение 5 дней, уже действуют неделю. И первые ее плоды пожинают зарубежные гости, прибывшие не только на работу, но и на отдых. Вместо того, чтобы улаживать, к примеру, бизнес-вопросы, им приходится выстаивать длинные очереди в центрах обслуживания населения ГРС. Ноль информации при въезде и никакой помощи с оформлением. Объясняться иностранцам приходится на пальцах. С переводчиками в отделениях проблема. Представители туротрасли и вовсе пребывают в полном недоумении. Где их клиентам, к примеру, на перевале Торугард найти регистрационное окно и кассу, если они, едва пересекая границу, отправляются покорять, к примеру, горные вершины. Елена Яковлева разбиралась в теме. Пока приезжие из стран СНГ суматошно бегают по залу Центра обслуживания населения, раздраженно перебирая кипу копий различных документов и отстаивая по 2-3 очереди, гости из дальнего зарубежья напротив сидят на креслах, выглядя несколько растерянно. Узнав случайно о необходимости регистрации, в течение 5 дней они законопослушно пришли регистрироваться. Но что для этого нужно, не знают. А главное, нет специалиста, которому следовало бы им помочь. Я прохожу регистрацию уже 2-й раз. Но раньше такого не было. О том, что ввели эту процедуру, я узнала в интернете. Меня предупредила подруга. Никакой информации и предупреждений никто не делал. Ни через СМИ, ни в аэропорту, ни единой брошюрки. Я не понимаю ни по-русски, ни по-кыргызски. А здесь нет ни одного оператора, который бы говорил по-английски. Вот и приходится искать человека, который бы со мной пришел и помог оформить все документы. А на все про все дается всего 5 дней. Я приехала работать учителем. Сейчас я должна быть уже на занятиях, а приходится сидеть здесь. Но ведь штраф 10 000 сомов. Все это, конечно, очень неудобно. В этом центре сосредоточены 3 района столицы – Ленинский, Октябрьский, Первомайский. По словам руководства, количество регистрирующихся возросло. В день проходит по 300-400 человек. В зависимости от того, где остановились приезжие, они приносят соответствующие документы и, конечно, паспорт, куда ставится печать. Я своими глазами-то не видела, что там висит. Но мне приехал сын, сказал, что казахам сейчас 5 дней дают. Вот. Ага. А потом я уже, как он мне сказал, может быть, там где-то вывеска висит, конечно, но мы же люди невнимательные, поэтому не увидели. В этот раз я проезжала, спросила, он сказал, да, можете, в течение 5 дней вы должны пройти регистрацию. Например, если остановились в гостиницах, оттуда ходатайство. И иностранный паспорт также. Все, больше ничего не надо. Именно по СНГ талонам мы регистрируем на полгода, на 6 месяцев. Через полгода они обязательно должны зарегистрироваться обратно же. У них мы смотрим на визу.
Виза если на 2 месяца, мы регистрируем на 2 месяца. Еще 10 дней назад граждане 67 развитых государств могли спокойно находиться на территории Кыргызстана без регистрации 60 дней. Приехали ли они на неделю на срочные переговоры по бизнесу или на пару недель в тур по живописным местам. Теперь же вместо того, чтобы быстро решить дела, а потом отправиться оставлять деньги в одном из местных резортов, иностранцы битый час сидят в очереди. По словам работников туристической отрасли, в свое время введение безвизового режима они восприняли этот шаг правительства как долгожданный и разумный для развития экономики в контексте туризма. Департамент туризма тоже сказал, что с нами никто не посоветовался. Ну, и это интересно, потому что любое какое-то новое изменение или принятие законодательства, он обсуждается, как правило, во всех ведомствах. По словам Сергея Давыдовича, большинство туристов о новом порядке узнают, когда приедут как раньше и просрочат эти 5 дней. А уплатив штраф, сложат негативное впечатление. Кыргызстан не Турция, и к нам не на пляжах поваляться приезжают, а в основном поднимаются в горы или путешествуют по маршруту шелкового пути. Путешествуют по шелковому пути сразу по многим странам. Потом, скажем, там 4-5, может быть, 6 дней идут путешествия по Кыргызстану, скажем, там заезжают на Иссык-Куль, на Сан-Куль, скажем, в Арслан-Боб, Сарычелек, и потом уходят дальше в Узбекистан, скажем, через переход Дусли. Вот. Мне непонятно, каким образом они будут регистрироваться, где. Мы их встречаем на границе Китая, провожаем на границе Узбекистана. Ну а если учесть, что многие вообще не пользуются услугами турфирм, а сами разрабатывают себе программу путешествий, останавливаются где придется, то предоставить ходатайство гостиницы будет весьма проблематично. Елена Яковлева, Александр Симонов, НТС. В южной столице накануне митинговали студенты, граждане Индии, обучающиеся в Волжском госуниверситете. Поводом проведения акции стала смерть их однокурсника. Студент медицинского факультета скончался от инсульта. Почти в память молодого парня граждане Индии потребовали не затягивать отправку тела их соотечественника для захоронения на родине. Как сообщили в Волжской областной больнице, 22-летний гражданин Индии Субхам Бангарван поступил с признаками кровоизлияния в мозг. Он скончался, не приходя в сознание. По мнению врачей, студент занимался самолечением и вовремя не обратился за медицинской помощью. В стране вновь начинает работу дорожно-патрульная служба. Структуру, привычной всем ДПС, в Министерстве внутренних дел решили возобновить. Как заключили в ведомстве, образованное 1 апреля управление патрульной милиции не дало ожидаемый результат. Экипажи, состоящие из 3 правоохранителей, не сумели показать эффективность в исполнении своих обязанностей. По мнению экспертов, погоня за 2 зайцами с самого начала представлялась сомнительной инициативой. Более того, непонятно, чем именно должны были заниматься такие патрульные группы. Отслеживать правонарушения на дорогах или же отлавливать хулиганов на улицах, которыми раньше занималась ППС. На практике слияние 2 служб в итоге так и не принесло ожидаемых результатов. Тему продолжит Алексей Немашкал. В патрульной милиции снова передислокация. УПМ возвращается на старый режим работы, разделившись на прежние патрульно-постовую и дорожно-патрульную. Реформа, проведенная экс-министром Мелисом Турганбаевым, оказалась не столь функциональной, как предполагалось. Согласно нововведению, в апреле этого года мобильная группа из нескольких сотрудников милиции должна была взять на себя и охрану общественного порядка, и контроль за дорогами. Но за более чем полгода существования эти экипажи доказали свою полную неэффективность. Граждане жалуются на то, что город остался открытым. Поэтому вышли мы с таким решением, то, что личный состав пеших патрулей выходит и организовывает службу по охране общественного порядка в пешем порядке. В 4 районах, повторяюсь, города. По линии ГАИ вы все прекрасно знаете о том, что очень много у нас автотранспорта, автомототранспорта. У нас создаются пробки, заторы в городе, часто выключаются светофоры. Поэтому было это решение правильным. На всех сложных участках стоят наши младшие инспектора и занимаются разгрузкой. В свое время сотрудника патрульной милиции МВД презентовала чуть ли не универсальным полицейским со специальным фирменным оборудованием. На реализацию реформы, приобретение материально-технических средств и обмундирование были потрачены немалые суммы. В ведение УПМ в качестве спонсорской помощи были переданы автомашины на сумму порядка 25 миллионов сомов. Но несмотря на все это, одно из главных предназначений патрульной милиции, а именно оперативно реагировать на разного рода нарушения, себя не оправдало. У них разные задачи.
Один должен за общественным порядком смотреть, а другой за порядком на дороге смотреть. Если вот этот ППСник, который пришел, он на дорогу ушел, все, его не найдешь. Там, если семья там дерется, там драка идет, хулиганство идет, его не найдешь, потому что он там оформляет. А если вдвоем они собрались, ушли на семейный скандал, на дороге их не найдешь. Как говорят гражданские активисты, все к тому и шло. Жалоб от населения на экипажи нового управления поступало не меньше, чем было до этого. А по сути, многие из таких милиционеров даже не знали своих полномочий и прямых обязанностей. То ли блюстить порядок на дорогах, то ли, к примеру, разнимать дебоширов в парке. Опять же, и в том, и в другом случае общественность не раз высказывала свое недовольство. Нередко те же нагрудные видеокамеры, которые должны были помочь бороться со взятками, по сути, ничего не изменили, а привлечены к ответственности или уволены лишь единицы. Получается, путем переименования в патрульную милицию и слиянием ее с дорожно-патрульной службой она потерпела крах очень большой, потому что изначально мы были против. Это даже неумение держать правильное оружие, да, со стороны патрульно-постовой службы. Далее некорректное обращение с гражданами, систематические нарушения, они подходят к водителям, получается, и обращаются до места инспектора патрульной милиции. Очень много жалоб, и также мы фиксировали неоднократно эти нарушения. Я считаю, что это абсолютно правильно. Неэффективная работа МВД сегодня на устах не только общественности, но и депутатов и всего Кабинета министров. Заявленные реформы в системе правоохранительных органов остаются только на словах. За последние 2 года в МВД сменилось 3 руководителя. На прошлой неделе глава правительства представил нового министра Улана Исраилова. И на него, к слову, премьер возлагает большие надежды. Алексей Немашко, Айбек Айтбаев, Асхат Ибраимов, НТС. Украл имущество военной части и скрылся. Начальник войскового склада, подделав документы, похитил 75 тонн колючей проволоки на сумму более 8 миллионов сомов, а также автозапчасти на сумму более 130 тысяч сомов. Данный факт был выявлен в ходе проверки 9 ноября. По сей день ведутся поиски прапорщика. В отношении начальника склада, а также других причастных лиц возбуждены уголовные дела. Их обвиняют в присвоении и растрате веренного имущества, злоупотреблении должностным положением, служебном подлоге и халатности и дезертирстве. Уже несколько дней в Волжской области идут поиски прапорщика пограничной службы, который похитил имущество военной части. По данным правоохранителей, начальник склада, которым и был военнослужащий, составил фиктивные документы, благодаря которым смог украсть и вывести с территории 75 тонн колючей проволоки и автомобильные запчасти. Когда же о содеянном стало известно, он покинул место службы и скрылся. В ходе проверки были выявлены недостачи колючей проволоки, которая оценивается более 8 миллионов сомов, а также недостача запасных частей служебных автотехнических средств. Создана следственная группа, ведется следствие. В данный момент в отношении начальника склада, а также причастных к краже лиц военной прокуратурой Ошского гарнизона возбуждены уголовные дела по статьям присвоения и растрата веренного имущества, злоупотребление должностным положением, служебный подлог, халатность и дезертирство. Это не первый случай, когда прапорщик погранслужбы замешан в краже военного имущества. Около месяца назад был выявлен факт продажи оружия со склада одной из войсковых частей ГПС. В числе причастных лиц был и представитель этого рода войск. Все, что связано с какими-то материальными средствами, да, конечно, требует очень тщательного учета. Этот контроль должен осуществляться постоянно, там, не то, что там раз в месяц или там, раз в квартал, он должен быть ежедневным. Средством предотвращения этих хищений можно было давным-давно уже внедрить там, системы видеонаблюдения, да, которые человек, даже находясь уже там при открытом складе, да, не мог бы себе позволить лишнего украсть, потому что это стало бы уже явным. В среднем прапорщику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Окончательный приговор вынесет суд, однако прапорщика еще нужно найти и задержать. Екатерина Ступкина, Урмат Акынбек-Улу, НТС. Каждый 5-й кыргызстанец не имеет доступа к чистой питьевой воде. И это при том, что республика – одна из богатейших пресной водой стран Центральной Азии. Чтобы обеспечить питьевой водой все населенные пункты страны, необходимо более 26 миллиардов сомов. В свое время эту задачу был призван решить масштабный проект «Тазасу». Иностранными инвесторами было выделено почти 70 миллионов долларов. Но за 12 лет реализации проекта водопроводы появились лишь в 1/3 всех сел, где не было доступа к питьевой воде. В остальных населенных пунктах жители по-прежнему набирают воду из рыков и каналов. Сегодня эту проблему вновь рассмотрел профильный комитет парламента. Далее материал Болота Исаева.
Кыргызстан – единственная страна Центральной Азии, водные ресурсы которой почти полностью формируются на собственной территории. По уровню обеспеченности речным стоком на одного человека в год республика во много раз превосходит другие государства региона. При этом горные реки настолько чисты, что для нужд населения их можно использовать без очистки. Между тем, на сегодняшний день только третья часть населения Кыргызстана получает воду круглосуточно. 22% не имеют доступа к чистой питьевой воде вообще. В 390 населенных пунктах или каждом шестом селе водопроводных сетей просто нет. Жители используют воду из каналов, рек и других открытых источников. Вопрос водоснабжения до сегодняшнего дня был решен в 545 селах Кыргызстана, в большей степени с помощью международных банков. В более чем 650 селах нужно заново строить водопроводные сети. 595 сел нуждается в реабилитации. В целом реконструкция требуется в более чем 1250 селах, где живет более 2 миллионов человек. Водная инфраструктура, заложенная еще в середине прошлого века, значительно изношена, а в большинстве сел давно пришла в негодность. По подсчетам специалистов, на их реабилитацию потребуется 350 миллионов долларов. Но в бюджете таких средств нет, необходимы внешние источники. К примеру, водоснабжение этих более 540 сел стало возможным благодаря гранту в 74 миллиона долларов. Однако низкое качество проведенных работ привело к тому, что в некоторых селах чистая питьевая вода так и не появилась. Из-за некачественной работы подрядчиков по 47 подпроектам люди остались без питьевой воды. Факты по 2-3 аилам мы отправили в прокуратуру, Финпол, но из-за срока давности дела были закрыты. Ни один человек не был привлечен к ответственности. Питьевая вода – очень важный вопрос, и это уже давняя наша проблема. Давайте сегодня по решению комитета отправим запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы они возбудили уголовное дело. Виновные должны быть наказаны. По подсчетам ученых, в Кыргызстане сосредоточено до 40% пресной воды всей Средней Азии. Задача обеспечить чистой питьевой водой его жителей прописана и в национальной стратегии по развитию. Запланированный срок до 2026 года. Однако депутаты предлагают сделать это не за 10, а за 5 лет. Но для этого, для начала, необходимо повысить статус Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения. Тут было предложение вывести его из ведения Госархстроя. Я полностью с этим согласен. Потому что Госархстрой – это надзорный орган, а департамент – это хозяйствующий субъект. Я предлагаю создать отдельную структуру или передать его местному самоуправлению. Это будет более ближе к их роду деятельности. Уже 2 года для того, чтобы обеспечить населенные пункты Кыргызстана питьевой водой, правительство выделяет по 100 миллионов сомов ежегодно. В этом году эту сумму планируется увеличить до 250 миллионов. Однако для того, чтобы решить проблему водоснабжения хотя бы за 25-летний срок, по словам депутатов, финансирование должно быть не менее 1 миллиарда в год. Когда на самом деле чистая питьевая вода придет во все дома кыргызстанцев, пока сказать трудно. Найденные и многочисленные несоответствия качества работ, к примеру, заморозили финансирование одного из масштабных проектов республики Тазасу, а выделенные международными донорами десятки миллионов ушли в чьи-то карманы. Болтысаев Алтынбек, Анубекулу, НТС. Болезнь, от которой каждый год умирает около 5 миллионов человек по всему миру. Сегодня Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Дата выбрана в знак признания заслуг одного из открывателей инсулина, Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года. Каждый год количество диабетиков в мире растет на 5-10%. Сейчас их 415 миллионов. К 2040 году прогнозируют увеличение этой цифры на 200 миллионов. В Кыргызстане же на учете сейчас состоят 50 тысяч человек. Но это те, кто знает о своем недуге. Анастасия Соболева далее с подробностями. Зарядки все возрасты покорны, особенно если это диабетики. Ведь малоподвижный образ жизни – один из основных факторов, способствующих развитию сладкой болезни, как его еще называют. Свежий воздух, хорошая компания и веселая музыка. Что еще нужно, чтобы утром почувствовать себя бодрым? Упражнения простым. Главное – это движение, а движение – это жизнь. Танзиля Секретарева, как и многие другие, пришла в этот день к памятнику Курманжан-Датке, чтобы сдать анализ крови на сахар. Сладкая болезнь настигла женщину лет 10 тому назад. У нее диабет 2 типа. От инсулина Танзиля Секретарева не зависит. Уровень сахара в крови поддерживает при помощи медикаментов. Их приобретение, а также одноразовых индикаторных пластин для глюкометра сильно бьет по карману, рассказывает женщина. Эти пластинки, которые вот кровь измеряет, вот они вот здесь вот это. Вот
Вот у меня такой инструмент есть. Они стоят 600-700 сомов. Около 700 сомов. А нужно проверять до завтрака и после завтрака надо проверять. Правильно я говорю? Вот, надо проверять. А не хватает, уже проверяешь где-то в неделю один раз. Вот так вот проверяешь. На каждый день проверять уже нету. Потому что пенсию-то 5000 получаем всего. Коммунальные услуги там туда-сюда. Диабет захватывает в свой плен все больше людей. В мире насчитывается 415 миллионов заболевших этим недугом. В Кыргызстане только на учете состоят 50 тысяч пациентов. Поэтому главное, говорят врачи, информировать население о сахарном диабете. Ведь симптомы этого заболевания неявные, и больные долгое время могут даже и не подозревать, что их настиг диабет. С этой болезнью трудно бороться еще и из-за недостатка финансирования со стороны государства. Хоть наладили поставку инсулина и шприцов, но не все диабетики обеспечены средствами самоконтроля и тест-полосками. Единственное, что те, кто получает инсулин со стороны фонда обязательного медицинского страхования, в год могут получать 4 упаковки со скидочкой. И у нас большая проблема, уже несколько лет не закупаются таблетированные препараты. Потому что из этих 50 тысяч пациентов, которые состоят у нас на учете в нашей стране, где-то примерно 16 тысяч получают инсулин. Это получается 2/3 пациентов не получают бесплатного лечения, которое им гарантировано по закону о сахарном диабете. Развитию сахарного диабета способствует множество факторов. В группу риска попадают люди, страдающие избыточной массой тела в возрасте старше 40 лет и ведущие малоподвижный образ жизни. Также женщины, родившие детей с весом более 4 килограммов. Немалое значение имеет и наследственность. Диабет приводит к ампутации нижних конечностей, инвалидности, к высокому уровню смертности. Поэтому, говорят врачи, необходимо следить за своим питанием и весом, заниматься спортом и избегать стрессовых ситуаций. Анастасия Соболева, Асхат Касымбеков, НТС. Остается только добавить: берегите свое здоровье, свое, а также близких и своих родных. Нет ничего важнее здоровья. Ну что ж, на этом мы завершаем наш информационный выпуск. Сразу после нас смотрите программу «Элет». Кстати, все новости, вышедшие в эфире нашего канала, вы можете увидеть на сайте nts.kg. А мы с вами увидимся завтра. До свидания.